Гаиша Семенова – инвалид третьей группы и льготница, но отказалась от лекарств в пользу денег. По ее словам, не все нужные препараты есть в аптеке. Каждый раз терапевт тебе считает, вот 25, опять что откуда взять до конца месяца еще? Нету ведь? Нет. Вот из-за этого отказалась я. Мне муж сказал, зачем ты из-за 5 лекарств ходишь, так упрашиваешь? У тебя же денег есть, мы не такие нищие, купи. Отказываются от лекарств в пользу денег 63% льготников Татарстана. Размер компенсации чуть более 1200 рублей в месяц. Но стоимость назначаемых лекарств может в разы превысить эту сумму и составить несколько десятков, а порой и сотен тысяч рублей. Лекарства на большую сумму я просто сама такие деньги мне никто платить не будет. Мне выгоднее так брать бесплатные. У жительницы Казани Альфии Аминовой редкое заболевание – идиопатическая легочная гипертензия. Таких диагнозов 1-2 случая на миллион. Я ежемесячно получаю эти препараты. Они дорогие, свыше 100 тысяч, поэтому я сама не смогла бы их приобрести. На сегодняшний день в поликлинике выписывают по льготной программе 2400 людей. Очень большое количество отказников по социальной программе, около 60%. В Минздраве отмечают, зачастую те, кто выбрал денежные выплаты, были вынуждены покупать дорогостоящие препараты за свой счет. Например, лечение онкологии стоит миллионы рублей. В случае, если льготник до 1 октября сделает выбор в пользу льгот, лечение будет бесплатным. Чем больше пациентов выберет натуральные льготы, лекарственные препараты, тем больше будет у нас возможность для финансового маневра, для закупки препаратов. И республика получит дополнительные средства для того, чтобы изменить здоровье наших граждан. Льготникам напоминают, до 1 октября они имеют право выбрать способ получения льготы как в пользу лекарств, так и в пользу денег. Изменить свое решение в течение года будет невозможно. Светлана Звонарева, Ферния Сулейманова, Тагир Бекметов, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.